Этой зимой форум «Цифровой алмаз» рассказывает миру о новых достижениях в IT-отрасли, технологической трансформации Якутии и всего Дальнего Востока, чтобы увлекать, вдохновлять и заряжать тех, кто готов принять главный вызов современности. Первым этапом запуска технологической трансформации региона стало создание единой инновационной экосистемы Якутии, важной преобразующей силы цифровой трансформации всей республики. Сегодня всему Дальнему Востоку страны нужны автономные центры обработки и защиты данных. Первый в Якутии модульный дата-центр создан специально для работы в условиях Крайнего Севера. В нем уже размещены информационные ресурсы госструктур, портал госуслуг Якутии, система оперативного мониторинга обстановки, колл-центр единого номера 122, централизованная облачная система финансово-хозяйственной деятельности, интеллектуальная транспортная система региона и электронный документооборот. Новый дата-центр Якутии станет местом для сервисов резидентов IT-парка и коммерческих компаний. Базовые условия цифровизации региона – обеспечение устойчивой связью и интернетом. В Якутии запущена беспрецедентная программа «Синергия Арктики». В экстремальных условиях севера будет проложено более 7000 километров волоконно-оптических линий связи ВОЛС с охватом самых труднодоступных территорий региона и Арктики. До конца 2028 года в магистральные ВОЛС подключат порядка 50 тысяч жителей в 61 якутском наследии. «Синергия Арктики» – полная палитра цифровых сервисов со скоростями доступа от 100 и более мегабит в секунду. Проект находится на контроле у Совета Федерации. Его высокий государственный приоритет отметил президент страны Владимир Путин. Якутия – первый регион, организовавший регулярные рейсы БПЛА между наследиями. В 2024 году впервые беспилотник доставил медикаменты и малогабаритные грузы между Бердикистяхом и Типтином. Расстояние в 180 километров между ними было преодолено за 1,5 часа. В июле этого года воплощен проект «Воздушная переправа» – доставка грузов на беспилотниках между Якутском и Нижним Пистяхом. Дроны успешно перевезли 600 килограммов грузов через реку Лена. В ноябре начался второй этап проекта, в одно из самых сложных времен для транспортного сообщения. В период ледостава на реке Лене при температуре минус 30 градусов. Якутия – участник нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Здесь создается научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный». В регионе кибербезопасность в приоритете, а в Республиканском центре цифровых компетенций осваиваются технологии будущего, развивая новые инструменты противодействия кибератакам. В фокусе молодые лица. Молодежь Дальнего Востока и Севера страны формирует спрос и сама создает продукты, контент, запуская производство и стартапы, проекты и идеи, становясь авторами и предпринимателями. Так проект «Моя профессия IT», рожденный как местная инициатива, получил федеральный статус и поддержку платформы «Россия – страна возможностей». Это событие, которое изменило правила игры. Благодаря конкурсу и всем достижениям Якутии в области, спрос на IT-образование зашкаливает. Конкурс в колледже достигает 14 человек на место, а 30% родителей республики хотят, чтобы их дети связали будущее с информационными технологиями. Мы не говорим о будущем, мы его создаем уже сегодня, воспитывая новое поколение IT-специалистов на наших форумах, проектных школах и хакатонах. Молодежный день форума «Цифровой алмаз» посвящен их идеям и результату, заявкам и ожиданиям. В их день начнется новая глава в истории изменений целого региона. Зима в Якутии растопит ваше сердце. Здесь вы услышите ток, пульс и ритм перемен, умение принять вызов и искать пути к зрелости, в решениях, технологиях и кадрах, работать в жестких условиях. Север дает свои ответы. Добро пожаловать на «Цифровой алмаз». Добрый день, уважаемые гости и участники Федерального форума «Цифровой алмаз», который вот уже 4-й год подряд проводится в городе Якутске. За эти годы форум доказал, что он предоставляет уникальную возможность для всех, кто желает обменяться опытом, вдохновиться новыми проектами и найти единомышленников. Федеральный форум по праву стал одним из ключевых событий в Дальневосточном федеральном округе. И с каждым годом он подтверждает статус Якутии как одного из лидеров цифровых преобразований в Арктике. Слово предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову.
Дорогие друзья, дорогие участники 4-го федерального форума «Цифровой алмаз», чуть не сказал делегаты съезда, потому что действительно это уже съезд цифровой общественности, съезд передовиков цифрового производства. Но на самом деле, если серьезно, то мы понимаем, что цифра настолько активно вошла в нашу жизнь, она уже неотъемлемый элемент любых процессов, связанных с нашей работой, с нашими домашними делами, с нашими поездками. Ну и, конечно, наша с вами задача создать что-то новое для того, чтобы жизнь стала еще проще, еще комфортнее, но при этом, чтобы человек не переставал задумываться. Часто звучит, что цифровые технологии сейчас замещают уже в некотором смысле человеческие, ну, если не разум, то какие-то мыслительные процессы. Дорогие друзья, я уверен, что это пока точно не так, потому что цифровое общество и цифровые технологии создаем мы с вами, и в этом у нас еще большая дорога впереди. Поэтому я думаю, что мы занимаемся правильным делом. Я бы хотел, конечно, отметить, что цифровой алмаз — это не просто название, связанное с Якутией. Конечно, мы, когда 4 года назад создавали этот форум, увязали его с нашей республикой, что самое известное про Якутию — алмаз. Но алмаз — это еще и многогранный смысл. Множество цифровых данных, массивы данных, которые сегодня есть в мире, они множество, геометрической прогрессии, даже быстрее. Их нужно правильно ограничить, собрать, сделать из них продукт, сделать из алмаза бриллиант. И этот вот именно бриллиант, который уже будет в виде тех технологических решений, которые мы сегодня с вами каждый день используем, вот это наша общая задача. И в этом плане наша страна находится на передовых позициях. Вот недавно были форумы в Москве, об этом говорилось о том, что Россия имеет практически во всех отраслях цифровой экономики уникальные свои разработки. Я думаю, что в этом отношении мы будем дальше двигаться, учитывая то, что мир нестабилен, но будем и дальше, рассчитывая на свои силы, стараться сделать самое лучшее. Конечно, мы это будем делать вместе с вами. Сегодня у нас 250 гостей и 2500 участников. Я думаю, что это такая достаточно критическая масса, которая способна создать новые решения. С помощью коммуникации и общения на форуме будут, безусловно, очередные прорывы, по крайней мере, заложенных в ним основы. Якутия, всем известно, что тоже на месте не стоит. Мы входим в топ-3 регионов самых технологичных, мы этим гордимся, но на самом деле за этим стоит большая работа, это не случайность, как и ничто в цифровом мире, по-моему, случайно быть не может. Это и соответствующая инфраструктура цифровой экономики, это наш IT-центр, и IT-парк, это и те разработки, которые родились на якутской земле и сегодня звучат во всем мире. Многие компании уже вышли давно за пределы нашей страны. Вот. Это и те разработки, которые сегодня находятся в активной фазе развития. Ну, сегодня про это будут говорить, я уверен, но не могу не ответить такие действительно прорывные проекты, как Extra Cinema. Extra Cinema была презентована президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину в мае 2023 года. Эту разработку увидел, потом мы показали, когда президент посещал нашу республику в 2024 году. И сегодня этот проект уже почти 80 кинотеатров имеет. И есть планы развития сотен и тысяч кинотеатров не только в нашей стране, но и в таких странах, как Индия, например. Ну, когда наши технологии выходят в Индию, это уже, в принципе, можно поставить галочку. Но на этом нельзя останавливаться, дорогие друзья. Я думаю, что многие решения сегодня за эти 3 дня вы будете обсуждать и найдете, обязательно найдете новые точки роста. Якутия — это и регион, который поддерживает молодых специалистов, кадрам в IT-отрасли мы уделяем самое такое пристальное внимание. Школа 21 со Сбером, IT-центр, IT-школа — это те
элементы инфраструктуры воспитания новых специалистов, которые позволят нам уверенно сказать, что и через 10 лет наши спецы будут котироваться и создавать уникальные продукты. Поэтому, дорогие друзья, я бы прежде всего хотел вас поприветствовать. Я очень рад, что вы нашли возможность посетить наш 4-й федеральный форум. Уверен, что вы получите огромное удовольствие. Наконец к нам пришла зима настоящая, а то у нас было что-то похожее на раннюю осень, минус 20, сейчас уже нормально. Вот, поэтому я вам желаю прекрасно провести время, конечно, испытать на себе все прелести якутской кухни, не только якутской зимы, но и, конечно, якутского нашего гостеприимства. Всех приветствую с началом цифрового алмаза. Слово предоставляется заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрею Александровичу Заринину. Коллеги, добрый день. Я второй раз в Якутии, с погодой мне второй раз везет. Я еще минус 40 не застал ни разу. Вот, надеюсь, в этот раз этого не будет. Пускай лучше будет такая осень, как сказал Кирилл. Рад всех приветствовать на форуме. Мне особенно приятно, что действительно решения, которые рождаются в Якутске, потом становятся и выходят за пределы Якутска и даже России. Их много достаточно. Мне очень нравится направление вот такое, как, соответственно, такие креативные индустрии, вот, исходя из того, что действительно как бы достаточно суровый климат вы нашли одну из таких ниш, ее очень активно развиваете, мы это всячески поддерживаем. Ну и хотел бы всех встретить на форуме, действительно, давайте пообщаемся все вместе, найдем какие-то новые точки соприкосновения. Вот я смотрел программу, буду модерировать несколько сессий, вы приходите, очень много учтено беспилотному направлению, это очень важно сейчас, это такая одна из основных ниш, и гражданская, и негражданская. Поэтому всех, соответственно, с открытием форума, с цифровым алмазом. СМЕР – крупнейший технобренд, сочетающий лучшие мировые практики и передовые технологии. Банк выступил титульным партнером форума, повесткой которого стали ключевые вопросы цифровой трансформации регионов. Слово предоставляется Олегу Анатольевичу Бугаю, управляющему якутским отделением 8603 публичного акционерного общества «Сбербанк». Доброе утро, уважаемые гости и участники форума. Для Сбера, как для ключевого партнера региона, почетно открывать форум. Форум молодой, но каждый год становится интереснее по количеству спикеров, а самое главное по тем темам, которые актуально открываются здесь, на этой площадке. За 2 года эта площадка стала не просто генератором идей. Здесь создаются реальные решения, которые на сегодня имплементируются в бизнес и госуправление. Поэтому Сберу, конечно, интересно работать с таким комьюнити. Потому что мы опыт берем другой и безвозмездно делимся своим опытом. Но хочу пожелать на эти 3 дня всем энергии, новых инсайтов и самое главное, друзья, чтобы все диалоги, все встречи переросли в конкретное партнерство для того, чтобы наш регион решил амбициозные цели. Самое главное, чтобы наша страна была еще более конкурентоспособной. Удачи, Сбер всегда рядом. Сегодня цифровая трансформация стала ключевым вектором развития предприятий, отраслей и государств. Якутия является одним из регионов-лидеров, где инновации прочно проникли в повседневную жизнь. Федеральный форум «Цифровой алмаз» – это место, где пульсирует энергия будущего, где рождаются прорывные идеи и крепнут связи, объединяющие нас в стремлении к развитию.
ушли на север. И сегодня мы видим, как эта мысль воплощается в жизнь. Пусть проект «Синергия Арктики», словно золотой солнечный луч, несет свет в бескрайние просторы, соединяя нас. Пусть над каждым шагом, каждой идеей, каждым достижением и проектом сияет неугасаемым светом, переливаясь своими бесконечными гранями цифровой алмаз, средоточие инноваций, неисчерпаемый источник знаний и колоссальный потенциал для преобразования всех сфер жизни. В тундре бескрайней уснула пурга. Сколько ни смотришь, снега да снега. К дому родному нелегкий маршрут, редкой цепочкой олени бегут. С неба струится мерцающий свет, мир в голубое сиянье одет. Вышла над белой равниной луна, белой медведицей бродит она. Все предо мной, как сон наяву. Здесь я родился, здесь я живу. Царство волшебное, чудо-страна, северной сказкой зовется она. Синергия Арктики – это проект, который воплощает национальный характер якутян, закаленный суровыми условиями Севера. Это энергия, которая зажжет новые огни, каждый сияющую звезду, символ жизни, прогресса, связи. Если бы сияние алмаза можно было рассыпать по небу, то каждая искорка превратилась бы в яркую звезду, которая указывает путь к нашим самым сокровенным мечтам. Алмаз, посланец из глубоких горячих недр нашей планеты, который многие столетия является собой высший образец творения природы, воплощение роскоши и богатства, занимающий вершину пьедестала мира материальных ценностей людей. Его непостижимая твердость и исключительная чистота превратили его в вечное достояние, не подверженное тлению времени и прихотям эпох. Однако мир неустанно движется вперед, и с каждой новой эпохой меняются не только приоритеты, но и само представление о высшей ценности. Сегодня, когда материальные накопления уступают место интеллектуальному капиталу, человечество нашло свой новый алмаз, сияющий безграничными возможностями и открывающий невиданные горизонты технологического прогресса.
Твой труд, свет, исходящий каждого из нас, кто своим упорством и верой в будущее оттачивает грани своего таланта. Я вижу ясно, наше будущее прекрасно. Делая шаг вперед, мы становимся ближе к новым возможностям. Пусть наши традиции, сила духа и мудрость помогут быть нам стойкими. Пусть бесконечными гранями сияет наш цифровой алмаз. Уважаемые гости, участники Федерального форума «Цифровой алмаз», наша сегодняшняя встреча – это лишь начало большого пути, полного новых открытий и возможностей. Мы верим, что каждая идея, каждое обсуждение, родившееся здесь, на якутской земле, станет той самой гранью, что сделает наш цифровой алмаз еще ярче и ценнее. Желаем всем продуктивной работы, вдохновляющих дискуссий и, конечно же, успешного воплощения самых смелых цифровых проектов. Пусть этот форум принесет всем нам новые знания, ценные контакты и уверенность в том, что будущее уже здесь, и мы создаем его вместе. До встречи на площадках форума.